Когда я садилась в свои первые эфиры, я представляла себя Екатериной Андреевой. Я знала, что мне нужно выполнить вот эту задачу, прочитать эти подводки. И я всегда до сих пор говорю: отступать некуда, позади Москва. Вот как бы ты ни переживал, как бы ты ни волновался, чтобы у тебя не болело, ты должен перед эфиром, в эфире выполнить вот эту свою миссию. И самая большая проблема это была, конечно, с ударениями. Я удивлялась: боже мой, я родилась в Бишкеке, закончила русскоязычную школу. Почему в школе нас не учили таким правилам, что нужно говорить «звонит», «обеспечение», «углубить», «сорит», потому что это непозволительно. Вот так свое отношение вот выплескивать на других людей. Или, допустим, когда мы читаем некролог, читать его совершенно мрачным голосом, как будто бы жизнь закончилась. У телевидения есть вот такая вот ширма, когда ты должен держать себя в определенных рамках. Ты не можешь улыбаться и хохотать, когда что-то радостное произошло. Ты не можешь плакать вместе с этими людьми, печалиться. Как лично вас поменяло телевидение? Телевидение поменяло меня чем? Тем, что я, в общем, очень много времени провожу на своей работе. Я ответственно отношусь к своей работе. Я выполняю все задания, которые мне даются, и всегда стараюсь их выполнить на 100%. Я не умею делать там на 50% или на 30% и говорить о том, что вот мне столько-то не платят, поэтому я не буду стараться, вот мне не дают столько-то денег, я буду делать это в половину. Вот как я могу выполнить свое задание, как я могу работать от души, от всего сердца, вот так я стараюсь работать. Все любят телевидение, но телевидение любит не всех. Вот на моем веку очень многие журналисты приходили и хотели стать ведущими, журналистами. И вот только они сталкивались с какими-то трудностями, они тут же бросали. Вот у нынешней молодежи не у всей есть железный характер, есть такое стремление и желание все вытерпеть и все преодолеть. А вот действительно в этой профессии нужно запастись большим-большим терпением, большим-большим старанием. Я тогда подумала, ну, замуж можно выйти и в 60 лет, а вот ребенка родить в 60 лет уже не сможешь. Ну вот слава богу, у меня есть дочь, и для женщины это самое главное – иметь ребенка и вкладывать в него свой опыт, свою душу, растить, передавать и реализовать себя как женщина, как мать. Вера Черникова – диктор высшей категории. Гордится тем, что на протяжении 7 лет была ведущей программ «Социум», «Еще не вечер» и «Алато Лайв». Участвовала в создании программы «Наша экономика» и стояла у истоков запуска круглосуточного канала «Алато-24» на НТРК. Больше всего ценит в людях искренность и порядочность. Ее жизненный девиз «Позади Москва, отступать некуда». Добрый день, Вера. Очень рада видеть вас в нашей студии. Вы действительно узнаваемое лицо, узнаваемый голос. С чего все начиналось? Как вы пришли на телевидение? Как вы связали свою судьбу с экраном? Здравствуйте, Екатерина. Мне тоже очень приятно быть сегодня в вашей студии, беседовать с вами, потому что я знаю вас как известного журналиста, уже много лет работающего именно в СМИ Кыргызстана. И вот такая форма вашего подкаста, она сейчас очень популярна. И я желаю вашей программе прежде всего успеха. И мне приятно отвечать на ваши вопросы, потому что это связано с моей профессией, с моей деятельностью, с моим любимым телевидением. На самом деле, по профессии я не журналист. Я когда-то была очень далека от журналистики. Я закончила КГУ имени Арабаева, филологический факультет, отделение дефектологии. И по профессии я сурдопедагог. После окончания университета я действительно пошла работать в школу. Но творческие таланты, знаете, начали раскрываться именно в университете. И это связано с моим преподавателем по литературе Александром Самуиловичем Кацевым, профессором КРСУ, да, известная фамилия. И вот тогда он очень влюблен в литературу, это тоже его жизнь. И он на пары к нам приносил книги различных писателей.
Он говорил так: вы знаете, вот эти писатели, они так пишут, вот читаешь одну страницу, и зубы ломят, как будто ты выпил чистой холодной родниковой воды. То есть захватывает дух. Есть о чем подумать. И это были те писатели, которых запрещали именно в советское время, а после развала Советского Союза эта литература хлынула. Если раньше ее передавали потихоньку из рук в руки, то теперь она стала доступна именно широкому читателю. Но для нас, студенток, ее открывал именно Александр Савельевич Кацев. И когда он приносил эти книги на пары, он вот выбрал меня, чтобы я читала эти книги перед аудиторией. Это был мой первый опыт вот такого публичного чтения. Потом у нас был вечер 50 лет Великой Отечественной войне, и он всегда проводил творческие вечера. Не знаю почему, вдруг я выступила каким-то режиссером. Я собрала свою группу, и мы начали репетировать, собирать литературный материал. Это из Чингиза Айтматова, и Шолохова, и других писателей, которые писали именно о войне. И вот я стала режиссером, первый пошел, второй пошел. И, в общем-то, творческие таланты были не только у меня, но у моих сокурсниц тоже, потому что они так играли. Вот, например, мать, которая потеряла сына из Чингиза Айтматова, что весь зал плакал. Но я подумала, что у меня есть вот эта творческая жилка, когда мы группой студенток пришли в школу глухих, там тоже меня привлекли к проведению различных творческих вечеров, и вот эта вот сила творчества, желание творить, оно пульсировало, усиливалось, и, видя это, одна моя сокурсница принесла мне объявление, что радио ВОСТ набирает ведущих. Радио ВОСТ. И вы знаете, это были годы, когда создавались в нашей стране частные каналы, как альтернатива государственным. Конечно, КТРК, НТРК, ГТРК, как он менял разный статус, он оставался всегда и остается до сих пор, но тогда стали появляться частные каналы для того, чтобы иметь какую-то альтернативу мнению. И известный канал «Пирамида» появился, потом телерадиокомпания ВОСТ, Коорт, НБТ. И вот на заре вот создания вот частных каналов я пришла на один из них, это ВОСТ под руководством Валерия Павловича Хона. Я совершенно не была знакома с этой профессией. Я не знала, что делают, как правильно говорят, как правильно ставят ударения. Потом, когда я начала читать новости и познавать вот эту культуру работы в эфире, именно культуру интонации, орфоэпии, правильного произношения. И самая большая проблема это была, конечно, с ударениями. Я удивлялась, боже мой, я родилась в Бишкеке, закончила русскоязычную школу. Почему в школе нас не учили таким правилам, что же говорить, звонит, обеспечение, углубить, сорит. И много-много еще есть слов в русском языке, ударения которых нужно запомнить. И если ты не владеешь этим, то работать в эфире просто непозволительно. И телерадиокомпания ВОСТ была такой компанией, когда туда приходили опытные дикторы. Это Зоя Мучкина, Геннадий Ковалев. И вот глядя на них, как они работают с текстом, как они расставляют паузы, как они выделяют логические ударения. Валерий Бриль тоже, он, кстати, ему огромное спасибо, он мне передал вот такую огромную кипу книг именно по дикторскому мастерству. Вы знаете, это такой раритет, бесценные вообще книги. Я их храню, как зеницу ока. И вот это вот мое богатство. До сих пор заглядываете? Это мое богатство, потому что профессия диктора – это не сегодня, не завтра, это всегда. Профессия диктора, профессия ведущего, все, что связано с речью, это ежедневно, 10-15 минут. И вот многие об этом не знают, что когда делаешь вот эти артикуляционные дыхательные упражнения, это создает такое настроение, это такой положительный взгляд на мир появляется, такое желание творить, жить, поэтому это своеобразный тренинг. И вот когда я пришла на ВОСТ,
Там были тоже молодые ребята, которые создавали эту компанию, и они решили, что я могу работать в их команде, они меня приняли. И вот тогда вот начались интересные моменты. Сначала это было радио, когда нужно было работать перед микрофоном, а потом уже через год мы открыли телевидение. У нас начиналась первая программа «Место действия». И нужно было зачитывать эти подводки. Был такой талантливый журналист из Тебесов, который писал нам замечательные такие тексты, но их нужно было читать наизусть, без суфлера. Начинать без суфлера. И меня посадили в кадр. Вот так спонтанно началась моя работа на телевидении. И она вот уже продолжается около 30 лет. Сколько вы проработали на телевидении, прежде чем поняли, что это, осознали, что это не работа, а судьба ваша? Ну, вы знаете, меня сразу же захватила эта сфера. Я поняла, что здесь нет потолка, нет предела совершенству. Здесь можно совершенствоваться, работать над собой. И самое главное, что это очень-очень интересная профессия. Журналист, благодаря вот своей деятельности, для него открыты все двери. Это и Дом правительства, да? Это и министерство, это школы, это разные уголки нашей страны. Вот благодаря тому, что я работала в журналистике, я побывала в Кыргызстане практически в каждой области. Если бы я не работала на телевидении, вряд ли бы я сама поехала в ту же Орскую, Таласскую, Баткенскую области. Но благодаря профессии я побывала везде. Это для меня очень ценно, и до сих пор я это ценю, люблю, и я держусь за это. Вы помните свой первый эфир? Насколько вы сильно нервничали, ваши ощущения, в особенности то, что вы сейчас рассказали, что тексты без суфлера читали, а по памяти? Ну, вы знаете, первый эфир, я не могу сказать, что я его очень хорошо помню, но я помню вот этот период первых эфиров, когда мы читали без суфлера, а волнение, оно присутствует всегда. Даже вот сейчас, сидя перед камерой, отвечая на ваши вопросы, я тоже волнуюсь. Это естественная такая человеческая черта – волноваться, переживать. Тем более перед камерой. Вот к нам часто на телевидении приходят гости, они тоже нервничают и переживают. Я всегда говорю, запомните, вы владеете информацией, вы здесь самый главный, и поэтому не нужно переживать. Если вы директор, если вы руководите каким-то отделом, у вас есть опыт говорить со своими подчиненными, поэтому вот это будет вам давать определенную уверенность. Вот точно так же и я, вот глядя на ту же ведущую Екатерину Андрееву, я видела, как она работает в эфире, и когда я садилась в свои первые эфиры, я представляла себе Екатериной Андреевой. Я знала, что мне нужно выполнить вот эту задачу, прочитать эти подводки. И я всегда до сих пор говорю, отступать некуда, позади Москва. Вот как бы ты ни переживал, как бы ты ни волновался, чтобы у тебя не болело, ты должен перед эфиром, в эфире выполнить вот эту свою миссию. Информацию, которой ты владеешь, донести до зрителя самым-самым наилучшим образом. Но из-за того, что у нас не было суфлера, и мы читали по памяти, приходилось вот так часто моргать глазами. А вы знаете, когда зрители смотрят по ту сторону на ведущего, они изучают его от А до Я. Я всегда говорю, телевидение – это рентген. Никогда не спрячешься, никогда никуда не денешься. Свои черты характера, свой багаж профессиональный, жизненный никуда не уберешь. Зрители все считают. Они смотрят буквально на наши брови, губы, глаза, как мы одеты, и представляют уже невербально рисуют о нас портрет. Поэтому нам кажется, что мы можем из себя представлять определенную личность в эфире, но на самом деле люди все считают. И, конечно, когда я моргала так часто глазами от того, что мне нужно было вспоминать этот текст, это заметили и надо мной смеялись, подтрунивали. Это передавали мне мои коллеги-журналисты, которые ездили на съемки, встречались там и с депутатами, и с чиновниками. Но телевидение ВОС это было одно из первых. Конечно, его все смотрели. Это было интересно, кто там, что.
И вот так мы вместе развивались с этим телевидением. От диктора зависит очень многое. Самое главное, поверят ли в ту информацию, которую несет он через экран. Как добиться того, чтобы вызвать доверие? Действительно, очень много пишут про то, как вызвать доверие. И в одном из журналов я читала, что главное, чтобы у человека был приятный голос и умные глаза. Но как добиться вот умных глаз? Вот когда тебе приносят вот эту информацию, например, и ты далек от этого события, ты далек от этого человека, ты его не знаешь, никогда с ним не общался, не видел, но рассказать должен, как будто ты эту новость вот сам сочинил, написал и передал ее вкусно, съедобно и с доверием. Вот когда я начинала работать ведущей, я читала, в общем-то, отстраненно вот эти тексты, потому что я никогда не была на съемках, я никогда вживую не видела премьер-министров, президентов и других людей. Но когда я стала как журналист выезжать на съемки и видеть вживую, и разбираться в событии, писать эти тексты и все это проносить через себя, то есть вкладывать свою душу, свой ум, свой талант вот в эти тексты, вот тогда и к этим новостям появилось другое совершенно отношение. Даже сейчас молодым журналистам я говорю, вот вам дали читать информацию про какого-то известного филолога, историка, поэта, вы не знаете ничего про него. Как вы будете произносить его имя, фамилию? Как вы будете вообще произносить какие-то о нем данные, говорить о нем? Откройте интернет, почитайте о нем, кто он, что он сделал хорошее, в какое время он жил. Представьте вот эту атмосферу, обстановку, и потом сравните, когда вы читаете просто голый незнакомый текст, и когда вы уже познакомились с тем, о чем вы читаете. Например, даже с той же новостью, которую мы преподносим сейчас, а что было раньше, а как вы думаете, что будет дальше в будущем, и вот тогда отношение к этому меняется. Вы можете вспомнить свой эфир или, быть может, новость, подача которой вам далась очень-очень сложно, эмоционально. Например, вспомним Андрееву, как-то я читала ее интервью, и она говорит, я еле сдержала слезы, когда мне пришло на ленту в прямом эфире сообщение о захвате заложников в Норд-Осте. Слава богу, у нас такого ужаса не происходит в стране, но вот, может быть, что-то было, наоборот, либо очень радостное, либо что-то очень печальное, что вас так вот впечатлило, задело за живое. Да, вы знаете, вот после первой революции, которая произошла у нас в стране, у меня возник очень большой вопрос. А вот имею ли я право дальше работать и вещать вот эти новости уже про другого главу государства? Я очень много над этим думала, имею ли я моральное право, профессиональное и так далее. И потом через много-много лет я поняла, что да, я имею моральное, профессиональное право, потому что мы работаем и подчиняемся нашей Конституции, нашим законам. И, в общем-то, наша задача – это информировать людей о том, что происходит в обществе. Мы не являемся ангажированными журналистами. Допустим, если я сейчас продолжаю работать на государственном канале и много-много лет работаю, это не значит, что я принадлежала именно этой власти, той при смене и так далее. Наша профессия – это профессия как милиционеров и как других и врачей – вещать, информировать и быть в курсе событий, и делать это как можно качественнее. То есть мы работаем на государство, мы принадлежим государству. Мы работаем не на государство, мы работаем для зрителя. Где бы мы ни работали, на частном канале, на государственном, прежде всего мы уважаем своего зрителя и подаем информацию ту, которой мы сейчас владеем, естественно, в рамках своей политики. Очень часто в нашей стране говорится о свободе слова, о свободе прессы. Когда-то этот вопрос в свое время стоял очень остро, и говорили, нет свободных СМИ, потому что есть определенный формат подачи тех или иных новостей на том или ином канале или в той или иной газете, и в интернете тоже.
Вас часто называют один из самых узнаваемых голосов в эфире. Вы какую-то ответственность ощущаете? Ответственность мы ощущаем всегда. Мы ощущаем всегда, с этим связана вся наша профессия, она вся пронизана нашей ответственностью. Потому что мы не можем говорить в эфир непроверенную информацию. Эта информация должна быть обязательно проверенной. Это должна быть информация от какого-то авторитетного источника. Если нам передает эту информацию пресс-служба президента, пресс-служба кабинета министров или другие проверенные, достоверные источники, вот тогда мы имеем право ее говорить. Если вдруг мы поймали какой-то слух, мы, как работники телевидения, не пользуемся такой информацией. Вот в этом заключается наша ответственность. Говорить только то, в чем ты действительно уверен. Телевидение выглядит очень глянцево. Но лично вы что можете рассказать, какой ценой вам дался успех на телевидении? Вы знаете, телевидение – это действительно прежде всего картинка. Мы можем много-много говорить, но прежде всего мы должны показать то, что происходит в нашей стране, показать это правдиво, своевременно. И прежде всего это титанический труд. Для того, чтобы выдать сюжет в эфир, который будет длиться 2 или 3 минуты, журналисты над ним работают целый день. У меня папа всегда говорил: слушай, я что-то не понимаю, что ты там делаешь целый день, Чем занимаетесь? А потом ты буквально всего лишь 2 минуты говоришь про эту новость, про это событие. Что вы делаете там целый день? Действительно, телевидение – это особая сфера, очень затратная и в материальном плане, потому что это бензин, нужно поехать. Иногда нужно преодолеть 1000 километров, иногда нужно полететь в другую страну для того, чтобы взять какое-то нужное интервью. И взять интервью – это соль вообще сюжета, соль программы у нужных, Основа. Да, основа у нужных людей. Написать текст, проверить его, отчеканить, потом зачитать, смонтировать. И вот вы представляете, какой титанический труд. Это труд, труд, труд и еще раз труд. Вот наши журналисты на государственном канале, они просто титанически работают. Я это вижу, как они выкладываются, как они стараются для того, чтобы контент был качественным. Вы не только диктор, но и редактор, шеф-редактор, верно? Поэтому можем говорить и о журналистике с вами. На ваш взгляд, что отличает настоящего журналиста от медийного человека? Ну, журналист – это профессия прежде всего. Я уже ранее говорила, что журналист прежде всего пользуется проверенной информацией, и ему можно доверять. А медийная личность, там он вкладывает больше своего мнения, а журналист, он не имеет права говорить свое мнение в эфире. Вот этим отличается профессия журналиста от медийной личности. Вот вы говорите, что Екатерина Андреева не могла читать новости, да, когда детей взяли в заложники. Была еще такая ведущая Сорокина. И она очень эмоционально вела эфиры, и когда она читала вот такие трагические события, она чуть ли не плакала. И вы понимаете, ее убрали с эфира, потому что это непозволительно. Вот так свое отношение выплескивать на других людей. Или, допустим, когда мы читаем некролог, читать его совершенно мрачным голосом, как будто бы жизнь закончилась. У телевидения есть вот такая вот ширма, когда ты должен держать себя в определенных рамках. Ты не можешь улыбаться и хохотать, когда что-то радостное произошло. Ты не можешь плакать вместе с этими людьми, печалиться. Потому что жизнь продолжается. А если жизнь продолжается, то всегда есть свет в конце туннеля. И вот даже в новостях никогда не рекомендуется закончить программу именно печальной новостью. Потому что человек чем живет? Человек живет надеждой. Поэтому всегда мы заканчиваем позитивной новостью и даем людям хорошее настроение и настрой на созидание, на будущее.
Как меняет человека работа в новостях, где столько тревоги, очень сложный труд? Вы сейчас совершенно верно отметили, коротенький сюжет, 2 минуты, на него тратишь целый день. Как это отпечатывается на личности человека? Как лично вас поменяло телевидение? Телевидение поменяло меня чем? Тем, что я, в общем, очень много времени провожу на своей работе. Я ответственно отношусь к своей работе. Я выполняю все задания, которые мне даются, и всегда стараюсь их выполнить на 100. Я не умею делать там на 50% или на 30% и говорить о том, что вот мне столько-то не платят, поэтому я не буду стараться, вот мне не дают столько-то денег, я буду делать это в половину. Вот как я могу выполнить свое задание, как я могу работать от души, от всего сердца. Вот так я стараюсь работать. И вот это вот качество, наверное, оно у меня распространяется на всю жизнь, на моих друзей, на мою семью. Если я что-то делаю, я делаю на все 100 от души, как я могу. Ну, может быть, кто-то может сделать больше, но все мы люди разные. Если я выбираю подарок на день рождения своим друзьям, я буду выбирать его от души. Если я убираюсь дома, я буду делать это качественно. Вот так. Как вы думаете, профессиональный голос – это дар или это старание, это учеба? Можно ли построить свой голос и сделать его профессиональным? Конечно, каждый человек рождается со своим неповторимым голосом. У каждого человека есть свой неповторимый тембр. Наши голоса этим и отличаются друг от друга. Наши голоса мы тем и узнаем. В общем-то, этот голос принадлежит мне или голос принадлежит именно вам. С этим нужно родиться, но всегда это можно развить, потому что вы сами видите, когда журналист начинает работать на телевидении, у него один голос, он его ищет. И многократные тренировки, многократные упражнения, они этот голос меняют, он становится глубже, увереннее, сильнее, и он лучше им управляет. Вы многое вложили для того, чтобы воспитать дикторов, занимались с молодыми журналистами, с молодыми людьми. Что вы им давали? Основа, что? Прежде всего, я всегда люблю повторять вот эту фразу, что, вы знаете, телевидение любит, все любят телевидение, но телевидение любит не всех. Вот на моем веку очень многие журналисты приходили и хотели стать ведущими, журналистами, и вот только они сталкивались с какими-то трудностями, они тут же бросали. Вот у нынешней молодежи не у всей есть железный характер, есть такое стремление и желание все вытерпеть и все преодолеть. А вот действительно в этой профессии нужно запастись большим-большим терпением, большим-большим старанием. И вы знаете, там же бывают такие неординарные ситуации, когда какой-то материал журналист привез буквально за час до эфира, и он настолько должен сконцентрироваться. Это особый экстрим. Это особый экстрим. И написать текст, и выдать этот сюжет в эфир. Точно по времени. Вот почему говорят, что эта профессия очень стрессовая. Потому что мы делаем новости, потому что мы делаем материалы именно к определенному времени. Вот если у нас выпуски новостей выходят, там, например, в 11, в 15 часов и в 18:30, вот кровь из носу, умри, но вот этот материал выдай в эфир, чтобы был текст, чтобы была картинка, чтобы было интервью. И это нужно так собраться, так сконцентрироваться, преодолеть себя, преодолеть, может быть, свое нежелание, какую-то свою инертность и стать другим человеком. Допустим, в жизни я могу быть спокойной, размеренной, никуда не спешить, но когда мне нужно выполнить задачу, я мобилизуюсь, и меня это меняет на телевидении, меняет меня в эфире. Кто такая Вера Черникова вне студии, вне редакции? Вне студии, вне редакции
Я обычный человек, мне говорят, что ты очень простая, хотя моя мама говорит, простота хуже воровства. Вот такая у меня дилемма. Я всегда пытаюсь избавиться от этой простоты, но у меня не получается. Как говорил Жириновский покойный, да, я такой, какой я есть. Вот я тоже такая, какая есть. Конечно, я прежде всего мама. У меня 16-летняя дочка, я дочка своей мамы. Живу обычной жизнью, езжу на автобусах, хожу в магазины, на рынки и не считаю себя какой-то знаменитой, успешной. И вот чем, например, можно отличить профессию журналиста, ведущего от театрального актера? Тем, что, в общем-то, журналиста и ведущего можно встретить вот в повседневной жизни. При такой загрузке, при такой ответственности приходилось ли жертвовать личной жизнью ради профессии? Ну, конечно, приходилось, потому что настолько захватывающая работа. И всегда говорю, телевидение – это больше, чем любовь. И вот вся моя любовь, все мое стремление, душа, все ушли, в общем-то, на работу, создание какого-то очага, семьи. Это у меня осталось за кадром, может быть, моей мечтой. Когда праздновали 35 лет моей школе, я пришла и увидела свою первую учительницу. Она говорит, я уезжаю в Израиль, я выхожу замуж. А ей тогда было 60 лет. И вот я тогда подумала, ну, замуж можно выйти и в 60 лет, а вот ребенка родить в 60 лет уже не сможешь. Ну вот, слава богу, у меня есть дочь, и для женщины это самое главное – иметь ребенка и вкладывать в него свой опыт, свою душу, растить, передавать и реализовать себя как женщина, как мать. Если бы нужно было свою жизнь охарактеризовать одной фразой, что бы вы сказали? Я бы сказала терпеть и расти. Очень емко, действительно. Терпеть и расти. А что касается совета тем, кто только хочет начать себя попробовать, может быть, в медийном пространстве, в журналистике, опять же, в дикторстве, какой бы совет вы дали? Можно несколько? Вы знаете, люди, которые приходят в журналистику, или сейчас они только учатся этой профессии, они уже должны задать себе такой вопрос. Овладею ли я словом? Это прежде всего. Потому что журналистика – это передача информации, умение говорить не каким-то казенным языком, да, вот все мы страдаем канцеляризмами определенными, а именно таким интересным, свободным языком, без слов является, состоится. А вот как передать какую-то новость совершенно иначе? Как ее подать, чтобы это было запоминающе и слушалось? Я советую тем, кто сейчас учится еще, на практику сходить и на телевидение, и в печатное издание, и в интернет-издание, и попробовать себя везде-везде. И тогда решить для себя, мое это или не мое. А если вы пришли на телевидение, и вам говорят, ты ничего не умеешь, уходи, а я всегда говорю, вот вас в дверь, а вы в окно. Если вы хотите действительно здесь остаться. Поэтому это настырность, прежде всего, это желание, это стремление, но этого одного недостаточно. Нужны профессиональные навыки. Один раз я снимала сюжет в Русском романтическом театре, и там работал режиссер из Таджикистана. Я у него спросила, что значит быть современным человеком. Он говорит, вы знаете, современным человеком нужно быть, если ты знаешь все, что происходит в сфере космоса, что в сфере, допустим, ядерной физики, и в разных областях. Вот человек должен быть эрудированный, образованный, начинать свой день просто с того, что ты штудируешь новости, которые вышли, что происходит, быть в курсе всех событий, много-много читать. Вот в этом мире не хватает идей. К нам часто приезжали российские журналисты обучать нас, но я видела, что они приезжают к нам для того, чтобы найти новую идею для своих репортажей. Вот в мире не хватает идей. А что нам может дать, кто нам может дать эту идею? Только книги.
мы должны читать как можно больше книг. Именно там можно черпать разные мысли, идеи, ну и общаться, конечно, с интересными людьми, потому что любое интервью, любое общение с интересным человеком, оно обязательно что-то дает, обязательно что-то черпаешь для себя. Вы считаете себя успешной? Вы знаете, успех – это такое понятие, для каждого оно свое. Вот для кого-то это богатство, золото, шубы, машины. Для меня, например, успех – это то, что я владею определенными знаниями, то, что у меня есть свой жизненный опыт, что я до сих пор работаю на государственном телевидении и остаюсь в своей любимой профессии, и плюс еще занимаюсь педагогикой. На протяжении вот всей жизни я совмещаю и телевидение, и педагогику. Меня приглашают, например, заняться логопедией, поставить ребенку звуки, которые он не произносит, или поработать над голосом, или я преподаю русский язык иностранцам. И вот эти два таких крыла мне хотелось когда-то бросить телевидение, уйти в педагогику, бросить педагогику и остаться только на телевидении. Но по воле судьбы так сложилось, что вот они идут вместе. Когда-то я интенсивно совмещаю это, но сейчас я это делаю менее интенсивно, потому что все время провожу на телевидении. И такой завершающий вопрос. Когда у вас возникали мысли оставить телевидение, что стало решающим моментом, почему вы остались? Ну, мне не хочется повторяться. Я говорю, что это моя любимая профессия, это моя любимая среда. Вы знаете, очень приятно обладать какой-то информацией. Вот это доставляет огромное-огромное удовольствие. Спасибо большое. Успехов вам и удачи. Большое вам спасибо. Я тоже желаю вашей программе успеха. Пусть в нее приходят интересные личности, которые могут поделиться своими знаниями, опытом. Всего доброго. Спасибо, всего доброго. А мы благодарим ресторан «Фрунзе» за предоставленное место для съемки.